Здравствуйте. Всем привет! Ты смотришь проект «Перекличка». А называется он так, потому что мы перекликаем всю Уфу, Республику Намбаш-Калагай во всех направлениях. Сегодня, как всегда, я и мой коллега Данис перекликаем город трех шурупов. Самые неизвестные памятники, самые любимые театры, самые популярные улицы нашего города. Это уже все было в нашей перекличке. А сегодня мы узнаем горячую тройку самых известных уфимцев Российской Федерации. Бэтэж, а курица нам в этом поможет? Спросишь, зачем нам курица? Данил, это не курица, это курочка-матурочка. В отличие от тебя, ее весь город знает. Курочка-матурочка, скажи салям. Дело в том, что Данис хоть и очень стильный парень, но не коренной уфимец и знает об Уфе не так уж и много. Зато я в нашей программе выполняю важную роль. Узнаю ответ на главный вопрос переклички. Это в каком режиме? В оффлайне, Данис. То есть здесь вот на улице у всех, кто согласится ответить на вопросы, это и сладкие парочки. Итак, Уфа, просыпайся, к вам идет Данис и курочка-матурочка. Ты все уже? Да? Ты немножко отойди. Пока Данис ищет ответы в оффлайне на улицах Уфы, нам самое время узнать результаты онлайн-опроса, который мы провели в социальной сети. Итак, кто же расположился на третьей строке нашего рейтинга самых знаменитых уфимцев в России, по мнению интернет-пользователей? Простите, а вы не подскажете, что это за город там, на горе? Это Эфе. Благодаря Юрию Шевчуку эту песню про город на горе знают все, от Камчатки до Калининграда. Шевчук приехал в башкирскую столицу, когда ему было 13 лет. Но этот факт не мешает ему считать себя настоящим уфимцем. Именно здесь известный на всю Россию поэт-музыкант впервые увлекся музыкой и рисованием. Здесь по улице Ленина жил музыкант. Он самостоятельно осваивал гитару-баян. Учился будущий лидер ДТТ, прямо так скажем, средне. В аттестате о среднем образовании у него только одна пятерка по труду. Хорошо он знал литературу, историю и географию. А вот по остальным предметам он выше тройки в аттестате получить не смог. Зато Юра был очень самостоятельным и трудолюбивым. Никогда не отказывался от внеклассной работы. Дом пионеров. Здесь Юрий Шевчук учится рисовать. Его бывшая классная Евгения Львовна вспоминает, что юный рокер с большим удовольствием участвовал в создании школьной стенгазеты. Пару раз из-за этого даже пропускал уроки. Он просто наслаждался творческим процессом. Ему нравилось и рисовать плакаты, и делать шаржи на учителей. Свою классную он рисовал особенно часто. Но, к сожалению, ни одного из этих портретов у Евгении Львовны не сохранилось. После ухода на пенсию она оставила рисунки в классе, и больше их никто не видел. Примечательно, что, несмотря на всю любовь к музыке, Юрий Шевчук поступает на художественно-графический факультет Башкирского государственного педагогического института. Вот стою я на мосту через реку Агидель. Кстати, есть такая песня у нашего героя. И понимая, что Петербург, конечно, считает его своим музыкантом, но мы-то с вами знаем, что он сначала уфимский, а потом только питерский. Юрий Шевчук – 3-е место в рейтинге самых известных уфимцев. Воу. Ребят, мы проводим опрос, кого из уфимцев знает по всей России. Бибоев! Кто? Бибоев! Это Юрий Шевчук. Шевчук? Да, Земфира Уфимка же, Шевчук же Уфимец. Губин. Да. А как его зовут? Андрей Губин, да. Селиверстов. Ну, ответьте на вопрос. Не отвечу. Почему? Ну, вредные мы. Вы записали, теперь погладить надо. Напоминаю, ты смотришь проект «Перекличка», и мы перекликиваем всю Уфу, чтобы узнать самых знаменитых уфимцев. Мы делаем это двумя способами. Мой коллега Данис со своей напарницей Курочкой-Матурочкой ищет ответы на улицах города, а мы переходим ко второму месту нашего интернет-опроса. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Признаться честно, если бы на улицах Уфы я встретила Сергея Приказчикова, я бы точно его увидела и узнала, даже если это был бы понедельник. Последний год из всех радиоприемников звучат хиты нашего певца, поэтому ничего удивительного. Вторая строчка рейтинга «Переклички».
Легендарная группа Виа Чапа послужила для пиццы взлетной полосой, но до этого еще были группы Манифест и Фанки Голоса, а еще раньше песни под гитару на школьных вечеринках. Вот наши паруса, дуйте за 10, разбивая в пух и прах чудеса, чудеса. Не нужны тем, кто не верит в них. Учился Сергей Пицца в школе номер 44. Если бы я была директором этой школы, я бы повесила портрет Сергея у себя в кабинете и в столовой раздавала бы только пиццу. Шутка. Может быть, я вернусь когда-нибудь, этим городом захлебнусь, не продохнуть. Он помнит нас, и мы все помним, как сейчас. Вот в этой музыкальной школе номер 1 Сергей научился играть на гитаре. Напоминаю, что в нашем рейтинге он номер 2. Ему всего лишь 29, он на взлете, еще успеет. Этой прекрасной песни место здесь, между моим и твоим сердцем, между баррикадой. Дальше больше. В 2002 году Сергей поступил в Уфимское училище искусств на отделение народных инструментов. Интересно, почему гитара, а не традиционный башкирский курай? Ну, так или иначе, уже через 2 года в детско-студенческой столовой и было придумано новое имя, которое сегодня номинировано на все возможные музыкальные премии. Пицца, при всей своей известности, к Уфе относится с особой теплотой. Вот смотрите комментарий к одной из фотографий в Инстаграме. «Мой город всегда со мной». Мы говорим группа «Пицца», подразумеваем Сергея Приказчиков. Говорим Сергей Приказчиков, подразумеваем Уфа. 2 место в рейтинге самых известных уфимцев России. Самый знаменитый кешелерди беләгезме? Мен балакай хәзер үләргә вакыт җиткәндә 75 яшьтә знаменитый түгел үземне дә Белмәйегезме? Гимнасты. Земфира? Шевчук может тоже сложный вопрос. Пиши. А я могу пока покрутить. Давай. Кто так прыгает, а? И я бы показал, Давай. 1, 2, 3. Только уфимцев? Ну, Земфир не уфимцы, что ли? Уфимцев, конечно. Чудов. Шахматистку. Фамилия шахматистки. Я не помню, какая фамилия, но шахматистка есть. Ты смотришь проект «Перекличка», и мы продолжаем узнавать у столичных жителей, какие же из уфимцев самые-самые. Делаем мы это 2 способами – онлайн и офлайн. Мой коллега Данис ищет ответы на улицах города, а мы тем временем узнаем результаты онлайн-опроса топ-3 самых известных персон Уфы. На 3-м месте расположился лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, на 2-м Сергей Приказчиков из группы «Пицца». Кто же первый? Гитара, улица микрорайона Черниковки и песни групп «Кино» и «Аквариум». Все это детство той, который сегодня является самой известной уфимской страны. Земфира Рамазанова, или просто Земфира, занимает 1 место в нашей перекличке. Россиянам долго пришлось привыкать к ее необычному имени. Думаю, благодаря ей девчонок с именем Земфира теперь немало в нашей стране. Уфа, конечно, гордится своей землячкой. Придет время, и здесь перечитают все дорожки, по которым ходила эта талантливейшая певица. И мы уже далеко не первыми отправились в цыганские дворы Калининского района Уфы, где по всем признакам никак не могла появиться девчонка, которая сегодня собирает стадионы. Здесь, на окраине Уфы, я бы сказал, не в самом благоприятном районе, в школе номер 56 и училась будущая рок-звезда. Была, кстати говоря, отличницей. А вот на этой спортплощадке девочка-скандал играла в баскетбол. Ее команда, где она, между прочим, была капитаном, выиграла юношеское первенство России. Точно известно, она пела от счастья. Алло, я девочка-скандал, девочка-воздух, мое. Наш с тобой пёстрый. Одноклассники вспоминают, что маленькая Рамазанова с детства отличалась независимым характером и удивительной для своих юных лет серьезностью. Родителям никогда не приходилось проверять, сделала ли она уроки. Школьная программа давалась будущей звезде удивительно легко. Девочка Земфира успевала еще и учиться в музыкальной школе по классу фортепиано, тоже, кстати, на дне 5, и петь в хоре. Соседи помнят, как однажды ее искали всем двором. Нашли в спортзале. Я искала тебя годами долгими, искала тебя дворами. Кстати, в самый первый день в школе Земфира уже проявила характер.
сама выбрала место, где она хотела бы сидеть в классе. Одноклассники вспоминают, что маленькая Дема отлично ладила с мальчиками и уже в первом классе предлагала поиграть ей в войнушку. А в школьном портфеле некоторое время даже носила игрушечный пистолет, который достался ей от старшего брата Рамиля. А в этом подземном переходе Земфира заработала свои первые деньги. Стучала в дверь открытую, я молчала, как убитая. Обманули, на улице та же жара. До свидания, мой любимый город, спела когда-то Земфира в Уфе, но она регулярно приезжает с концертами. И мы не говорим ей до свидания. Поздравляем, Земфира! Первое место переклички самых известных уфимцев страны. Кого из уфимцев знает по всей России? Уфимцев. Абдурраков. Здравствуйте. Давайте я лучше к вам сяду. Шевчук. Подсказывай. Подержите, я запишу, или вы запишите. Ой, не буду. Не хочу, давайте я запишу. Ну, я уже сказала, еще Земфиру я могу добавить. Я никого не знаю. Губин. Ниже ростом. Сергей. Две чапа пицца. Я точно нет. Девушка, подождите, а? Я за вами устал бегать. Девушка! Она говорит, я не буду, типа, записывать. Ну что, подведем итоги нашей очередной переклички. Сегодня мы определяли самого известного уфимца. Персон, знаменитых на всю Россию, для которых башкирская столица родной город, можно перекликать по пальцам. Но зато какие это личности. А кликали мы двумя известными способами. В первом случае мы провели опрос в интернете, а во втором с помощью Даниса и Курочки-Матурочки опрашивали случайных людей на уфимских улочках. И вот результат нашей исследовательской работы. Дамы и господа, тройка победителей в онлайне. Третье место Юрий Шевчук. Второе Сергей Приказчиков, он же Пицца. И абсолютный лидер Земфира. А теперь сравним результаты в офлайне. На третьем месте оказался Сергей Приказчиков. На втором Земфира. И, наконец, лидер по опросам жителей башкирской столицы Юрий Юлианович Шевчук. Такие дела. Данис устал, Данис много работал. Мы с Курочкой-Матурочкой новых друзей ВКонтакте ищем. Хотим, чтобы среди них оказались Андрей Хромченко и Евелина Губин. Запиши их куда-нибудь себе уже. Они тоже уфимцы. Данис устал, Данис все перепутал. В смысле, я устал, конечно, но... До следующей переклички. Фу, кликали. Данис, Курочка-Матурочка и Данил. Пока. А что перепутал? Запиши себе куда-нибудь. Андрей Губин, Евелина Хромченко. Я так и записал.